Я хочу сказать, вот, что экспертный клуб по старой уже традиции проводит такие круглые столы по актуальным темам для нашей республики. Сегодня тема транспортная доступность Якутии и проблемы, связанные с нею. К сожалению, мы в 21 веке катимся не вперед, а неизвестно уже в какой век откатились назад, потому что для некоторых нереально уже доехать с северов до Якутска, с Якутска до Москвы и далее. И наиболее остро я бы обозначил 3 вопроса. Первый вопрос – это запредельные цены на авиабилеты летом в период отпусков. И, кстати, вот с Сахалина, который дальше из Магадана, долететь дешевле, не говоря уже о Благовещенске, где там цены до Москвы туда-обратно начинаются от 24 тысяч рублей. И вот на форумах даже меня рассмешило, люди предлагают ехать до Благовещенска на своих машинах, чтобы сэкономить как-то вот на отдыхе. Второй вопрос – это отсутствие субсидированных билетов, которые вот обещал нам Владимир Путин Дальнему Востоку. И, к сожалению, Якутск, и в принципе практически вся Якутия их не получили. И третье – это вот прямо, будем уж говорить прямыми словами, Владимир Павлович, просим вас это понять правильно, очень плохая работа авиакомпании «Якутия», да, связанная с задержками рейсов и уже откровенно с отменой рейсов. Люди мучаются, у них ломаются планы, дети сидят в аэропортах там сутками. Сам был свидетелем 11 июня рейса 474, где вот там самолет доставил нас с 10-часовой задержкой из Сочи в Москву и улетел почему-то в Нальчик. А там дети, вот при мне человек 20 малолетних детей сидели в аэропорту, и их почему-то частями отвозили в течение 3 часов до гостиницы. И вот в то же время наша родная, так сказать, авиакомпания получает по 500 миллионов рублей в год, да, субсидий практически из бюджета. И просто вот при таком положении дел было бы, наверное, стыдно просто перед своими пассажирами, которые вот являются налогоплательщиками в Якутии, так поступать, да. И кто-то говорит о миссии сдерживания цен авиакомпании «Якутия», но это можно опровергнуть, просто заглянув на сайты авиакомпаний и сравнить цены, да, до Москвы, до Сочи. И у той же авиакомпании S7 они существенно ниже. И вот по этим актуальным темам я прошу начать разговор. Давайте производственников послушаем, потому что все-таки это наша своя родная авиакомпания. И на самом деле есть авиакомпании, которые еще большие поддержки получают, но качество у них, я скажу, не совсем хорошо. Не хочу тут никого защищать, отстаивать голословно. Первое, давайте послушаем, какие объективные, субъективные причины. И я вот призываю всех, раз руководство самой сегодня авиакомпании участвует, чтобы поднять уровень, вот в отличие от Минтранса. Лена, вот Минтранс, который отказался сегодня участвовать, это вообще безобразие. Да. Нужно вот по этому поводу абсолютно отдельное какое-то решение принять и направить им какую-то вот эту ноту. Да, я согласен с этим. Да, абсолютно. Это возмутительно. Ну что, министр занят, ну хорошо, министр занят, зам занят. Ну сколько у него заместителей и сколько там департаментов, это Министерство транспорта. Неужели никто не может уважить журналистское сообщество и участвовать? А на самом деле все очень много, вся эта политика-то формируется в недрах нашего Министерства транспорта. А авиакомпания – это хозяйствующий субъект. Вот поэтому давайте авиакомпанию послушаем и именно в том ключе, как ситуацию выправить, а не искать виноватых. Да, разрешите, да? Добрый вечер, уважаемые коллеги. Разрешите мне вас так называть, так как мы все пассажиры. Но, конечно, я хотел бы начать свой разговор с общей, так сказать, характеристики той ситуации, которая сейчас возникла. Вы, наверное, прекрасно знаете, что
аэропорт Якутск и аэропорт Нерюнгри долго готовились к реконструкции взлетно-посадочных полос. И вопреки всяким, как говорится, здравым рассуждениям позиции республики, к сожалению, реконструкции начались одномоментно и Якутска, и Нерюнгри. Первое, конечно, Якутск, взлетно-посадочная полоса, началась реконструкция 24 мая. Взлетно-посадочная полоса обрезана на 1628 метров. Ни один тип самолета, кроме вот наших 737-700, не могут выполнять полеты напрямую на Москву или из Москвы. В ходе подготовки, вот сколько я здесь работаю, уже в октябре будет 3 года, дай бог, шла интенсивная подготовка для эксплуатации именно с таких взлетно-посадочных полос во время реконструкции. 24 мая мне пришлось сделать реконфигурацию авиакомпании таким образом, что согласно, как говорится, текущей ситуации, оставить только 3 воздушных судна 737-700 Боинга, это 148 кресел, способных выполнять полеты Москва-Якутск, Санкт-Петербург-Якутск, именно для посадки на такую взлетно-посадочную полосу. Только они сертифицированы. Их всего 3 самолета. Мне пришлось вот с коллегами, конечно, мы реализовывали большой план по адаптации этих воздушных судов для эксплуатации с короткой полосы. Это повышение тяги двигателя. Мы заказали за очень большие деньги повышение тяги, чтобы можно было взлетать. Раньше было 22 тысячи фунтов тяги, сейчас 24 фунтов тяги, что позволяет взлетать с 1628. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что до 24 мая взлетно-посадочная полоса длина составляла 2248 метров. То есть представляете, в какие мы условия, так сказать, попали. Поэтому в данных условиях даже, уж простят меня пассажиры, но должно быть понимаемо, приоритет – это безопасность полетов. Это безопасность полетов. Ни о каком, как говорится, комфорте, понятно, при перелете вот через аэродромы, так сказать, вынужденного технической посадки, через Барнаул, хотя мы там все делаем достаточно очень эффективно, заправляется самолет в течение 20-25 минут. Нам пришлось переконфигурировать компанию таким образом, что все большие самолеты мы перевели в Москву. Они не способны летать в Якутск. Я имею в виду 737-800 Боинги. Они выполняют маршрутную сеть на наши 9 направлений. И сейчас это увеличено количество направлений. Это и Калининград, и Сочи, Симферополь, Минводы, Ростов. Все, что востребовано, как говорится, для наших якутян с подстыковкой из Нерюнгри и из Якутска. Также в этом месяце мы получили аэропорт Нерюнгри с укороченной взлетно-посадочной полосой. Вы знаете, с 1 июля Нерюнгри вообще закрывается на 4 месяца. Там вообще больше ничего летать не будет. Но в течение месяца мы летали на 1800 метров. Почему я вам это подробно рассказываю? Да потому что все от этого и идет, понимаете? Не то, что там авиакомпания Якутии, как в прошлом году, там, ковидный год или позапрошлом, работает в комфортных условиях. Например, самолеты Суперджет-100, они не способны летать в Якутск. Поэтому мне пришлось их перевести в Хабаровск. Сейчас 2 наших самолета, первые, летают по маршрутной сети из Хабаровска, без перелета в Якутск. То есть вы должны понимать, сейчас аэродром Якутск, аэропорт Якутск, это нестандартная ситуация, идет реконструкция. И мы в этой ситуации делаем максимум для того, чтобы сохранить транспортную доступность. Вы знаете, у нас из 10 рейсов 1-2 рейса уходят напрямую на Москву или на Санкт-Петербург, но большинство рейсов, понятно, идут через Барнаул. Почему? Потому что для принятия решения полета напрямую необходимо несколько факторов. Для экипажа воздушных судов, для командира, для наших центров управления полетом готовится расчет. То есть это
температура окружающего воздуха. Вы знаете, взлетно-посадочные характеристики напрямую влияют, зависят от температуры воздуха. Утром у нас уже 24, 25, 26, 27. То есть и штилевой ветер практически. Если ветер немного хотя бы встречный, температура позволяет хотя бы до 20, загрузка, вот у нас, допустим, на Анапу, там в основном очень большие группы детей. Вы понимаете, мы сейчас выполняем вот эту социальную роль. Мы выполняем рейсы на Анапу, на Краснодар, вывозя наших детей на курорты Краснодарского края. Но мы летим через Омск, через Новосибирск или через Красноярск. Поэтому, понятно, дети легче весят, хотя самолет полностью заполненный, но нам позволяет это взлететь и уйти напрямую. С Москвой так не всегда и получается, потому что загрузка по 130-140 пассажиров уже не проходит в температурном факторе и отсутствии ветра встречного. Потому что самолет уверенно взлетает против ветра. Это такие физические, как говорится, вещи, которые я вам просто объясняю, от чего вот иногда получаются у нас нестыковки в расписании, потому что решение принимается командиром за 1,5 часа до вылета. Владимир Павлович, более-менее понятно, спасибо. А вот скажите конкретно вот по этому рейсу, где я был, так сказать, сам очевидцем, вот нам представитель вашей авиакомпании во Внуково сказала, что это почему такая задержка, ровно на сутки получилась. Ну, точно я не сформулирую, но она, по-моему, сказала для выравнивания графика полетов. То есть пассажиры поняли так, что этот рейс, полностью не заполненный, там 40 человек где-то было примерно, оставить в Москве в гостинице проще на сутки и совместить как бы 2 рейса, а один рейс как бы выпал из графика. Вот, коллеги, смотрите, я вам не зря начал. Хороший вопрос, да, почему такая сбойная ситуация получилась. Во-первых, она получилась из-за поломки самолета в Владивостоке. Самолет 737-700, один из 3, встал в Владивостоке. Был отказ одной из систем. Для того, чтобы его восстановить, нам пришлось отсюда, из Якутска, так как больше никакого сообщения нет, еще раз, вы можете посмотреть, куда самолеты летают. S7 летает на Эмбраерах только до Новосибирска, Алроса летает до Мирного, и потом там подстыковывается, идет на Москву. Мы же, понимаете, мы еще летаем по дальневосточной сети. Мы выполняем на этих Боингах и Иркутск, очень востребованное направление, Хабаровск и Владивосток. Самолет ушел по кольцу Хабаровск-Владивосток и сломался в Владивостоке. Для этого нам нужно было туда привезти запасные части из Якутска. Мы для этого пошли на очень большие затраты, снарядили Ку-300, бомбардье турбовинтовой, и послали с бригадой, технической бригадой и запасными частями во Владивосток. Там самолет, понятно, что вот это время восстановления, оно около суток и получилось. Дальше, понимаете, что расписание составлено на эти самолеты так, что они идут, вот вы можете по цепочке отследить. Вы же покупаете билет Якутск-Сочи. Вот самолет летит Якутск, Москва, Сочи, Сочи, Москва, Якутск. Но так как это и так раньше было на больших самолетах, на 737-800, но дополнительная техническая посадка запланирована в Барнауле на предмет стыковок, понимаете, чтобы люди, потому что время полета увеличивается, плюс стоянка, и поэтому у нас вот эта цепочка, она до того сложная получилась, но другого у нас выхода нет, понимаете. Я вот выступил на телевидении в пятницу и обратился также ко всем жителям республики отнестись с пониманием. Вы понимаете, авиакомпания «Якутия», правильно, вот вы сказали до этого, и ваши коллеги, что мы же в этом плане, как бы, вы поймите, мы зависим от внешних условий. Вот нам дали в взлетно-посадочную полосу, сказали, она будет 1628. И вот думайте, на каких самолетах вы будете летать. Понимаете? Сказали, что Нерюнгри вот 1800 будет. Думайте, на каких самолетах летать. Не мы законодатели вот этой ситуации, вы поймите. Авиакомпания – это эксплуатант. Владимир Павлович,
Ну, понятно, что это были какие-то объективные причины. А вот, Владимир Павлович, такой вопрос. Виктор Федоров, наш этот известный всем народный депутат, писал как-то в своем телеграм, что мы деньги в авиакомпании отправляем пустышки, в никуда совершенно. То есть вот в этом году 500 миллионов, там, по-моему, они все же пошли на зарплату, да, как говорил министр финансов. И вот эти миллиарды рублей, они идут практически в никуда. Но вот это я пересказываю пост, да, на нашего депутата. Надеюсь, что он, Виктор Николаевич, подключится еще. И вот он пишет, что и в залоге находится и офис, и своих самолетов нету, все в лизинге. Не проще ли вот банкротом объявить компанию, чтобы, так сказать, не мучила ни себя и ни своих работников? Ну, вот смотрите, коллеги, хороший вопрос. Я знаю этого депутата, я с ним встречался много раз, и читая вот его некоторые 2 статьи я читал, где, конечно, вот такие высказывания в сторону авиакомпании, но они, честно говоря, с профессиональной точки зрения, с моей точки зрения, они не выдерживают никакой критики, они не имеют под собой никакой физической основы. Я знаю там высказывание, зачем вам вот это, зачем вам вот это. Допустим, такое же высказывание по поводу, а зачем вам представительство в Сеуле, да, в Корее? Ответ элементарный. Корейские авиационные власти требуют... Он же был прав, что деньги, часть пошли вот из 500 миллионов, часть пошла на зарплату, а часть вот на поддержание летной годности, то есть это по выплатам, по лизингу, да? Он прав же? Смотрите, зарплаты гораздо меньше. Фонд заработной платы порядка там в месяц мы платим 60-65 миллионов. Нет там никаких 500 миллионов. Во-первых, у нас нет задолженности, на зарплату мы сами собираем. Была понятно, вот смотрите, был ковидный год, да, 20-й, сложнейший год. А вы посмотрите, как авиакомпания Якутия прошла. Мы отработали на 70%. Это один из лучших показателей в стране. Серьезно, вы можете по статистике посмотреть. Аврора та же отработала на 47%. Можете посмотреть на официальные статистические данные. Что нас, как говорится, спасло? Ну, конечно, сказать, что удачи нет, но в мае месяце мы, авиакомпания Якутия, за 2 часа я поднял авиакомпанию, чтобы вывозить, вот с Андреем Семеновичем, он здесь на связи, Винокуров, мы с ним срочно отработали по Талакану. Никто не хотел вывозить ковидных больных. Ну, ковидных, там они якобы считались здоровыми. Мы за месяц, авиакомпания Якутия, вывезла 7200 человек с Чаянгинского месторождения в 32 города страны. До сих пор Росавиация в Москве, вот Нерадько, глава Росавиации, до сих пор меня детали спрашивают. Там 3 федеральных министра за нами смотрели, помогали, чтобы мы развезли быстро. Тот же «Газпром», чье это месторождение, «Газпромавиа», они не смогли это сделать. То ли отказались, то ли не согласовали. А мы с правительством, да, и глава республики четко поставил задачу, надо спасать людей. Тогда мы, Колодезников, Сивцев уже тогда пришел, я поднял авиакомпанию за 2 часа. Первые 2 суперджета запустили, начали вывозить. 2 суперджетами, 2 Боингами и 1 Ку-300. В 32 города, 7200 человек за месяц. Это абсолютно, вот я не знаю, как в Якутии у нас оценивается, но просто на это никто не обращает внимания. А в центральных властях, да, в министерствах, все просто огромное спасибо сказали. Тоже глава Росавиации, представляете, 32 города. Наши летчики во многих городах никогда вообще не были. Но мы летали, нас не принимали на ночевку. Вы знаете об этом, как это было? На ночевку отказывались принимать экипаж. Экипаж привозит людей, допустим, там в город, да, не буду называть там несознательные, как говорится, а его из самолета не выпускают, а им отдыхать надо. Понимаете? И это не в одном городе. Мы решали вот так вот все. Я подключал и главу, и замминистра транспорта тогда, Нерадько, главу Росавиации. Он помогал, звонили по всем городам, лишь бы только экипаж приняли, потому что нам опять нужно лететь, отдохнуть там 8-10 часов и вперед. Понимаете, это была ситуация, когда вот, ну, не секрет, да, знаете, в Уфу мы вывезли, в Уфу, Башкортостан, 1700 человек. А вы видели сюжет, как выглядит?
На фоне нашего самолета снимаются все там власти, да, и говорят, вот мы спасли своих рабочих, кому-то даже там медаль дали за спасение своих рабочих. А ничего, что на самолете написано Якутия. Прошу прощения, а можно нам как-то оперативнее двигаться к другим выступлениями, вопросам, пожалуйста? Да, я предлагаю коллегам, вот если Владимир Павлович Горбунов начал говорить, так, коллеги, у кого вопросы есть? Интернет-газета в Якутии.ру, редактор Елена Тихонова. Добрый день. Большое спасибо, Владимир Павлович и все другие участники за то, что приняли наше приглашение. Я бы сегодня хотела поднять извечный вопрос. Почему у нас в Якутии, да, несмотря на все усилия, которые предпринимает глава республики, Айсен Сергеевич Николаев, да, и Илтумен же тоже, Гоголев, да, отправлял письма, они обращения делали, да, даже ведь Мария Николаевна. И вот получается, да. Почему до сих пор, несмотря на то, что еще в январе этого года глава государства, он сделал поручение, что субсидированные билеты должны будут по ним летать не только вот те прежние льготные категории, да, молодежь старше 23, пенсионеры и другие льготные категории. Мы все, как дураки, в январе-феврале радовались, прыгали, хлопали ладошками, что мы все будем летать. И 40-летние, и там 50-летние, и 30-летние, понимаете? А что это за издевательство? Хорошо, мы понимаем, Владимир Павлович, мы вашу работу понимаем. У вас безопасность, ветер дует там, туда не дует, куда не дует, это непонятно. Вы поймите, мы хотим понять одно, потому что вы сегодня вот представитель отрасли, один оказались, да, спасибо еще раз огромное. Вот скажите, почему нет этих субсидированных билетов? Я согласна, любой из нас полетит хоть там сутками задержки, там 2 суток задержки, мы готовы спать на полу в аэропортах, но чтобы полететь там за 8 тысяч, за 9 тысяч рублей в один конец, понимаете? А билеты сколько стоят? Это же люди все пишут во все редакции, во все соцсети, что чтобы одна семья в составе 4 человек слетала куда-то на материк, извините меня, там 400 тысяч рублей нужно, а то и вообще 500 000. Еще один вопрос, да, тоже Владимиру Павловичу. При вас, то есть вы назначены в октябре 2018 года, да, вот за эти 3 года по годам авиакомпания «Якутия» сколько в рублях получила, в миллионах или в сотнях тысяч господдержки любых видов, то есть субсидий, госгарантии и так далее. Просто цифры. И хотелось бы спросить тоже у участников совещания, что у нас с этой дальневосточной компанией. Будет она, не будет, входим мы туда, не входим. И как ваши лизинговые самолеты поживают? Ну, во-первых, смотрите, в 2019 году было получено 1,7 миллиарда. Это для погашения кредита ВТБ, который брали там в 2015 году. Я, честно говоря, операционно этих денег не видел. Деньги от Минтранса зашли и вышли в один день. Это погашение старого кредита, выплаты которого наступали. Понимаете? 2019 год мы прошли операционно самостоятельно. А в 2020? В 2020 году, в конце года, мы получили 500 миллионов. Прям 31 числа. Вот Минтранс может, как говорится, подтвердить. 500 миллионов. И это, да, для погашения, как говорится, вот в основном это были республиканские, будем так говорить, контрагенты. Это и вообще принцип, да, вот всех, как говорится, субсидий, он погасить, как говорится, помочь авиакомпании расплатиться в первую очередь с республиканскими поставщиками услуг. Это топливо, да, это аэропортовые услуги. Вот для того, чтобы и поставщики, я имею в виду топлива, и транспортировщики, соответственно. Теперь смотрите, вот по поводу субсидированных... 21 год, а 21 год в этом году какая помощь, господдержка в этом году? Еще не закончился, поэтому еще нет. Она была, но нужно смотреть конкретно. Я имею в виду, что год еще не закончился, поэтому мы еще, как говорится, работаем над этими вопросами. Я просто хотел сказать, что, смотрите, вот мне часто задают вопросы ценообразования, особенно арктических регионов. Но вот вы представьте, да, стоимость топлива, мы уже, как говорится, это притча во языцах. Вот представляете, если в Красноярске там стоит оно 47 тысяч рублей за тонну, да, ну 50, там в Барнауле 50-54, да, то в арктических наших регионах оно стоит до 100 тысяч.
100 тысяч за тонну. Вот представляете, в 2 с лишним раза больше, чем в 2 раза больше, чем в центральных районах. Вот как можно? Вот поэтому, понимаете, топливо – это основной драйвер, как говорится, ценообразования. Второе – аэропортовые услуги, да, взлет-посадка так называемая. Вот я вам скажу, стоимость за 1 тонну, оно же исчисляется, да, за 1 тонну, и авиационная безопасность в тоннах измеряется, за 1 тонну взлетной массы самолета. Вот во Внуково оно стоит 220 рублей за тонну, запишите, 220. В Хабаровске 360-380 где-то. Рублей? Рублей, да. Рублей за тонну. Рублей за тонну. Но теперь, вот, как говорится, держитесь за стол, сколько стоит в аэропортах Севера. Это Батагай, Уснера, там, да, Зырянка, та же самая. Есть такое объединение аэропорты Севера. Оно там стоит 2440 рублей за тонну. Во сколько раз больше, чем во Внуково? Где-то в 8, в 9. 10. Ну, в 10 раз. 10 раз. 10 раз. Вот скажите, как можно экономику свести при таких ценах? Вот ты только сел, и ты уже полсамолета можешь бесплатно вести. Ты просто расплачиваешься. Владимир Павлович, я предлагаю... Нет, минуточку. Игорь, можно я спрошу быстренько? А государство же дает какие-то средства, субсидирует там Сочи, там Крым, куда-то, Калининград. А у нас на Якутию же тоже, на Дальний Восток же деньги идут. Они куда делись? Почему Якутск-то не получил вот эти субсидии? Почему дали в Нерюнгри? Вот Дмитрий Илю, коллега, просит узнать. Знали же заранее, что аэропорт Нерюнгри закроется. А где наши субсидии Якутска? Почему мы должны летать дороже? Сейчас, да, эта проблема, так сказать, она правительством республики и главой лично под контролем. Я тут ничего, как говорится, мы с ним очень часто обсуждали, еще месяцев несколько назад, сделали официальный запрос, глава встретился и в правительстве, и встретился с министром транспорта недавно, Савельевым. Дополнительные деньги будут выделены. Просто казус оказался на том, что, понимаете, дали центральное, как говорится, вот, Министерство транспорта дало субсидии Нерюнгри, ну всего 5 направлений дали, насколько я помню. Нерюнгри, Москва — это для Якутии, для Алросы дали Полярный Москва и, соответственно, Мирный Москва. Вот эти направления. Сейчас мы запросили, во-первых, остаток перераспределить, потому что Нерюнгри неизвестно было, закроется он или нет. Поэтому, понимаете, решение о том, что на 4 месяца с 1 июля до 1 ноября закрыть, оно вот буквально там в апреле решение было. В апреле там оно сформировалось. Поэтому, но распределение же гораздо раньше происходит. Это раз. Во-вторых, смотрите, что получается. Мы, да, освоили 98% всей суммы субсидий. Сейчас, вот после встречи главы республики с министром транспорта, да, Савельевым, было решено о дополнительном финансировании. И это дополнительное финансирование мы вот обосновали, да, и там речь идет именно о рейсах Якутск-Москва и Санкт-Петербург, Якутск-Санкт-Петербург. Это дополнительное финансирование. Вот Андрей Семенович здесь, вот заместитель мой по коммерции, я думаю, вы дадите ему пару слов сказать о дополнительном вот именно финансировании по субсидированным маршрутам. Андрей Семенович, можете прокомментировать? Да, ну, все верно, события происходили, к сожалению, параллельно, то есть решение правительства Российской Федерации об снятии возрастных ограничений, да, вот, и вопросы, решающиеся по реконструкции аэропорта Нерюнгри и Якутска. Вот. Было всего в перечне 21 маршрут, из них было профинансировано 12 маршрутов, вот, и, как мы все знаем, туда не вошли маршруты из аэропорта Якутск.
Касательно дополнительных, мы направили заявку вот буквально 25.06. Вот. Мы запросили дополнительно порядка 98 миллионов на 2 маршрута, это Якутск-Москва, Якутск-Санкт-Петербург. И до этого просили перераспределить в связи с реконструкцией аэропорта Нерюнгри где-то порядка 81 миллиона. То есть, если округлить, мы надеемся, что именно по программе перевозок пассажиров без возрастного ограничения будет под 200 миллионов. Это до конца ноября. С правом перелета до конца ноября. Вот. Касательно субсидий, вот вы говорите, что у нас отсутствует, да? Для льготной категории граждан это вот до 23, старше 55 и многодетные семьи. На сегодняшний день авиакомпания «Якутия» единственная, которая даже в период реконструкции не прекращала продажу этих субсидий. Освоили мы 98%, естественно, у нас просто уже ни лимитов, ни возможностей нет предоставлять по субсидированным тарифам тут же Якутск-Москва, Сочи, не Краснодар, а Анапа и так далее. Вот такая картина, но тем не менее мы именно в рамках вот этого постановления, да, там где до 23 лет, мы запросили порядка более 500 миллионов на следующую половину года. Тоже эта заявка нами отрабатывается, сейчас ничего твердо мы, к сожалению, сказать не можем, но все-таки вектор у нас такой, это запрашивать и запрашивать. Да, вы ко мне обращаетесь? Да, Валерий Алексеевич. Вот ОНФ наверняка занимается этой проблемой, да, транспортной доступности. Да, не только ОНФ, но я и как депутат, я знаю, что этот вопрос многие депутаты сейчас не просто обсуждают, а уже это на злобу дня, как говорится, тема. И Арсений Сергеевич поддерживает мнение, как и общественников, так и депутатов, что да, вопрос надо ставить на федеральном уровне и ставить его, как говорится, ребром, я по-своему, своими словами говорю. Но я еще раз хочу сказать, что без федеральных властей это вот не решим. И совершенно справедливо, тут было ранее сказано, что это несправедливо к Якутии. Вот особенно вот это, как сказать, дискриминация, можно сказать, по поводу вот рейсов в Москву. У нас все рейсы, куда бы мы ни летели отдыхать, и летим через Москву. Вот, особенно Москву, вот это вот странно. Что со своей стороны скажу, что Народный фронт сейчас в ближайшее время все свои возможности будет использовать, чтобы поднять эту тему. Какие-то результаты будем публичить. Пока еще сейчас говорить о каких-то победах или решениях у нас нету такой информации. Вот сейчас нужно говорить о том, что там, конечно, объяснений может быть много и масса, но это не метод, вернее, точнее, это не убедит людей, потому что действительно мы будем оторваны от всего, не только от отдыха, но и от всех командировочных. Вы знаете сейчас, сколько стоит. Я на слет ветеранов боевых действий России хотел лететь, уже все там договорился. И узнал, что билеты 55 тысяч. То есть мне туда-обратно на 110 тысяч. У меня зарплата небольшая, так что как депутат я никаких денег не получаю, привилегий у меня нету. И мне пришлось отказаться. А очень хотел слетать, там очень важные вопросы были. Я думаю, что у многих людей такая проблема возникнет, особенно с отдыхом детским и так далее. Тема злобовне. А мы сейчас обсуждаем вопрос субсидирования билетов, если я правильно понял. Это федеральный запрос. А вообще надо шире брать этот вопрос транспортной доступности. Это правильное было бы, потому что не только авиа. Утверждаю 3 марта, накануне женского праздника, когда как только стало известно, что наша Якутия лишилась этих субсидированных билетов, я обратилась к руководителю нашей фракции Антонине Афанасьевне Гаврилевой, и она незамедлительно 11 марта направила письмо Турчаку в Единую Россию и, соответственно, фракцию Государственной Думы. На уровне вот этих двух структур, значит, проходили какие-то движения, были даны поручения. И 12 мая мы получили ответ за подписью представителя Министерства транспорта РФ. Я сейчас в группу журналистов все эти документы скинула, чтобы вы не на одном слове моем, а документально получили подтверждение. Во всех этих вопросах меня очень активно поддерживал Виктор Николаевич Федоров.
пассажиров, он как опытный депутат знает, как, что, когда подавать, куда запросы направлять и так далее. За это ему очень большое спасибо. Ну и он сам, конечно, неоднократно ставил вопрос по этим субсидированным билетам, в том числе в своих соцсетях. Вот. Что хочу сказать. Вот 12 мая, вот почитайте, WhatsApp параллельно открывается, коллеги, кто подключен, можете открыть, посмотреть. Абсолютно такой ответ, который не оставляет вам никаких шансов на понимание со стороны федерального ведомства, к сожалению. Там, значит, они все перечислили, написали, сказали, мы помогаем только тем успешным компаниям, которые хорошо оснащены, которые такие, сякие, туда-сюда, да. Сегодня действительно меня очень растрогало то, что из всех этих представителей транспортного комплекса у нас участвуют только авиакомпании Якутии. Все шишки летят на них, они участвуют. Барахсаттар открытым забралом приходят и сидят, и все в свой адрес выслушивают и так далее и тому прочее. Но, Лена, на многие вопросы именно ты дала свой ответ уже. Вот на те вопросы, которые сегодня всех беспокоят, вы даете ответ. В чем проблема? Естественно, наш глава точно борется, воюет за эти субсидии, да. Даже мысли не могу допустить, что Арсений Сергеевич против этих субсидий. Однозначно, конечно, эта вся работа ведется, но, как вы уже сегодня отметили, очень низкий квалификационный уровень работников нашего Министерства транспорта – это результат отсутствия этих субсидий. Потому что, когда главы наши встречаются с большими людьми, первыми лицами и так далее и тому прочее, к этим всем встречам, к всем этим запросам, письмам, прошениям надо делать руки и ноги, подключать свои связи. Вот как сегодня Горбунов сказал, когда они принимали экипажи, он там, наверное, поднял всех, вплоть до тех, с кем на рыбалку ходил, наверное, чтобы этим людям помогали, понимаете, чтобы наши пилоты там чувствовали свою, как говорится, реализованность и то, что они выполняют нужное дело. Это, конечно, безобразие, то, что наши пилоты спасали жителей этих регионов, а их даже на постой не пускали. Надо вообще публичный позор этим регионам сделать. Почему мы об этом раньше не знали? Лена, надо обязательно этот вопрос в следующий раз тоже поднять. Извините, простите, мы спасали, вывозили, наша авиакомпания, их граждан, а они на постой не пускали. Какое позорище. И пусть народ этих регионов знает, какие люди сидят у руководства этих регионов. Ну ладно, это дело такое, скажем, да. Что хочу по субсидированным еще раз сказать. Все-таки вот все упирается в компетентность. Таким образом добрались уже и до федерального министерства. И что-то мне подсказывает, что и в наших федеральных ведомствах тоже сидят не всегда компетентные люди. Потому что всем по Дальнему Востоку эти субсидии раздать, и мы прекрасно знаем, какая авиакомпания эти субсидии получает, какой у него есть лобби, и какие у них возможности, какие связи. И, конечно, наша авиакомпания, значит, осталась без этих субсидий. Это, конечно, возмутительно. Это раз. Во-вторых, транспортная доступность, там, значит, говорим то, что у граждан наших равные права, не говоря о том, что у детей есть право на отдых, не говоря о том, что из северов трудно вылететь. Это все упирается в одно, как говорится, струю. Мы знаем, что вот после всех вот этих выступлений общественности и так далее, и на уровне Трутнева тоже все эти вопросы рассматривались. Я знаю, что и он какие-то поручения давал. Помню, что и Чекунков, министр восточного развития, Минвостока развития, тоже выступал по этому поводу, что да, надо бы всех обеспечить дальневосточников этим субсидиям. А что они сделали? Вот если по результатам нашего круглого стола будет какой-то документ приниматься, вот Лена и Игорь, пожалуйста, вообще протокольно зафиксируйте. Пора уже сделать открытое публичное обращение в адрес нашего Министерства Дальнего Востока. Вообще, чем это министерство занимается? Собирается ли оно вообще как-то образом вникать и, главное, вопросы решать? Либо он решает вопрос только большого крупного бизнеса, который должен сверхприбыли на Дальнем Востоке из наших недр выкачивать. Понимаете, вот тот вопрос, который вы сегодня поднимаете, это лежит только на поверхности, вот эти субсидии, а вот это гораздо глубже. И это системный подход нашего федерального ведомства к проблемам нас, дальневосточников. Надо вопрос ставить шире. Хотите решить маленький вопрос, ставьте его шире, масштабнее, бросай, как говорится, дальше и кидай выше. Что мы сейчас будем нападать на нашу свою авиакомпанию, которая и так жилы рвет для того, чтобы летать? И имейте в виду, будем вот так вот критиковать, клевать, уничтожать свою Якутию, свои валярные авиалинии. Имейте в виду, никакой Аэрофлот, никакой С-7, ни на Белую гору, ни Чекурдах, ни в Хангову, никуда летать не будут. Им выгодно только Якутск-Москва. Вы это поймите.
Мы вообще будем тут в транспортной изоляции, если уничтожим свои местные авиакомпании. Имейте это в виду. Мы уже будем с радостью вспоминать о том, какие были дорогие билеты. С Белой горы можно было в Якутск прилететь. Вообще, что была такая возможность. А можно тут реплику от бизнесмена Новосельцева или Эдуард Клепичин? Вчера вот мы готовились, обсуждали, они сказали, что когда в ту же Колыму летали Ир Аэро и еще какая-то бурятская авиакомпания, у них билеты были гораздо дешевле. Леночка, вот а где не сейчас? А где не сейчас? Это такой подход, и это тактика внешних компаний, которые заходят, бросают демпинговые цены, а потом, когда думают, что перестанут туда летать местные авиакомпании, задерут эти цены до потолка. Этого не происходило, и поэтому с нашего региона не свалили. Если бы они за эти копейки могли летать, действительно, они бы до сих пор были. Где они сейчас, Лена? Но чем я хочу завершить, Лена? Но если будет какой-то документ выработан, да, действительно, ты справедливо ставишь вопрос о компетенциях нашего Министерства транспорта. Еще раз говорю, если мы что-то хотим решить на федеральном уровне, надо подключать всех, независимо от партии, религии, веры, исповедания, всех подряд, лишь бы этот вопрос решился. Где наши депутаты Госдумы? Где наш Федот Семенович, который тоже какой-то запрос отправлял, и где это утихло? Где наша Галина Иннокентьевна? Где наши сенаторы? Где все, кто должен был лежать там грудями на амбразуре защиты наших интересов? Где наше поспредство? Где все, кто должен в федеральных коридорах ходить и отстаивать? Та же авиакомпания абсолютно не должна этим вопросом заниматься. У нее своих забот полон рот, как говорится. В первую очередь безопасность, как сказали. Я лично, депутат, готова переночевать в аэропорту, но чтобы у меня была гарантия безопасности. Скажи это любому пассажиру, поймут с пониманием, к этому отнесутся с пониманием. И мы всегда будем горой за наши авиакомпании до тех пор, пока у нас есть вот такая ситуация, что никто чужой, еще раз вам говорю, не будет летать в наши глубинки. Ни за какие деньги. Ни за 120 тысяч, ни за 150 тысяч, никакой Ирария сейчас уже не придет и не полетит. Это во-первых. Во-вторых, по авиакомпании Якутии, все цифры, которые озвучил Горбунов, я подтверждаю. В 2019 году субсидий не было предусмотрено. А сейчас я думаю, может быть, и надо было в 2019 году им предусмотреть для того, чтобы они немножко с такой, не с таким коллапсом встречали 2020 и 2021 год. В 2020 году они вообще действительно героические сделали полеты, которые спасли, от этих смертей, возможно, этих людей. Мы сейчас видим, что с ковидом происходит. И Газпром Авиа сама, понимаете ли, белые люди не захотели летать, а наши, как говорится, чернорабочие полетели. Почему мы это не ценим-то? Их не пускали на постой, потому что боялись, что они заразные. А наши пилоты, у них же тоже семьи, тоже дети. А им не страшно? Поэтому я предлагаю не всегда смотреть только на плохое. Надо на хорошее тоже смотреть. На позитивное. И надо горой стоять за своей компанией. Еще раз говорю, не будет своих авиакомпаний, у нас здесь будет беспредел и хаос. На фоне бездействия нашего Министерства Дальнего Востока, отношений Министерства транспорта РФ и на фоне компетенции нашего местного Министерства транспорта. И вообще перед Тарасенко надо вопрос ребром поставить. Он у нас же федеральный ставленник. Почему он не выбивает субсидии? Мы же его тут, как говорится, поддерживаем. Мы с пониманием относимся к тому, что человек в курс дела входит. Но, господин Тарасенко, если эта запись где-то будет уже, я вас очень лично прошу, пожалуйста, обойдите коридоры власти федеральные. У вас же связи в Москве, там где-то в администрации президента, там правительство Российской Федерации. Но выбейте нам эти субсидии, елки-моталки. Лето только начинается, может, июль, август, сентябрь простой народ успеет воспользоваться это субсидиями. Вот так и запишите, что я обращаюсь к нашему премьеру. И второй вопрос, который я бы хотела поднять, Лена, нужно все эти наши выступления очень аккуратно в протокольном виде обозначить, да, и я ничего другого не вижу, как уже начать собирать подписи от народа в адрес общественных деятелей. Я тоже подпишу в адрес Юрия Петровича Трутнева и в адрес Чекункова Алексея, министра Дальнего Востока. Когда-нибудь они начнут в части субсидирования авиабилетов отстаивать интересы дальневосточников. У нас есть собственное, абсолютно обособленное ведомство, которое должно заниматься проблемами Дальнего Востока. Для всех других министерств экономики, финансов, транспорта или чего-то еще, Якутия – это такой же регион, как 83 региона. Но у нас есть
абсолютно обособленное персональное Министерство по развитию Дальнего Востока. И оно, к сожалению, к Якутии, к самому большому региону, не только Дальнего Востока, Российской Федерации, вот так вот относится. Вот, Валерий Алексеевич, подтвердите мои слова. Спасибо за внимание, коллеги. Да. У вас какое мнение по этому поводу? Здравствуйте, во-первых. Всех, кто участвует в данном видеоконференции. Это очень глобальный вопрос, который стоит у нас в республике, можно сказать, все 20 лет. Допустим, это транспортная доступность в Арктический район. Я очень рад, что здесь с нами присутствует Горбунов Владимир Павлович, директор авиакомпании «Якутия». У нас есть с ним общие друзья, такие как Бородачев Сергей, авиатор. Я сам отработал в авиации 19 лет. И, конечно, сейчас я представлю свое мнение. Это мое сугубо личное мнение, которое я собрал за очень определенный срок, собрал весь материал, и сейчас я вам доведу. Ну, во-первых, я хочу приложение. Во-первых, здесь очень много вопросов. Почему сейчас этот вопрос поднимают именно журналисты, общественники? Вот эту транспортную доступность. Ведь это входит в компетенцию Министерства транспорта Республики Саха-Якутия, конечно же, правительства Республики Саха-Якутия. Вот, допустим, решение урегулирования данного вопроса. Допустим, что такое субсидированный билет? Это не подарок для авиакомпании. Это льгота от государства. И работает эта система не только в Якутии, и во всей России. Там люди, допустим, покупают билеты за некоторую сумму, ниже обычной, а разницу оплачивает государство. Допустим, эти субсидированные билеты распределяет, вот, допустим, Минтранс, Министерство транспорта Республики Саха-Якутия. Соответственно, в этих субсидированных местах они ограничены и сильно превышают спрос. Мы живем все в Российской Федерации. Почему в других регионах, да, им можно, а нам нельзя? Вот, допустим, до Черского 40 тысяч билет на тот же самолет «Даш». Почему так происходит? Почему так происходит вообще? Вот, допустим, авиакомпания «Красавиа» запускала социальную программу для студентов. Допустим, там билет стоил 1000 рублей. Сейчас 1000 рублей можно потратить только в магазин. Они в прошлом году запускали такую программу. Сейчас я вам еще доведу информацию. Вот, допустим, Красноярский край. Площадь 2 340 квадратных километров. В Красноярском крае, да, 80% населения живет южнее реки Ангара. Ага. Вот теперь Красноярск-Норильск, цена. Красноярск, маршрут Красноярск-Норильск, расстояние 1500 километров. Цена стоила 11 565 рублей. Это почти 1500, это до Черского можно долететь. Почему до Черского стоит билет 40 тысяч, под 40 тысяч? Сейчас. Это только начало. Я не буду, допустим, что такое тариф? Что такое тариф? Тариф – это сумма, которую получает авиакомпания за то, что предоставила услугу перевозок. Вы согласны? Согласны. Это база, от которой в основном и зависит цена билета. На одном и том же направлении у разных авиакомпаний тарифы могут различаться. Да, могут. Тариф определяется политикой авиакомпании. Политикой. Зависящей от многих факторов, конечно. Да, факторы очень большие. Наполняемость рейса, конкуренция. В данный момент у нас, допустим, в Республике Саха-Якутия никакого нету конкуренции. Все монополисты. Если сюда отработать вариант, чтобы привести сюда авиакомпанию ТЭР, если придет авиакомпания ТЭР, здесь авиакомпания Якутия и полярные авиалинии, они уйдут в банкротство. Соответственно, у них тот же парк воздушных судов, АТР, там 15, там вроде очень много воздушных судов. И качество услуг,
и воздушные суда АТР, они соответствуют тем же Бомбардье, который летает в тот же Тикси, в тот же Черский. Разговор нынешний нравится, потому что вот каждый вопрос вы вот четко о наболевшем. На каждый вопрос я готов компетентно ответить, из чего что идет. Мы летаем 10-11 направлений по республике. Вы, наверное, поздно подключились. Я только что концентрировал внимание на стоимости взлета-посадки. С самого начала, вот, не дадут соврать коллеги, да, о стоимости взлета и посадки. Вот вы когда сравниваете регионы, две вещи, три сравните. Когда вы говорите про Красноярский край, я только что сказал, топливо 47 тысяч было там. У нас до 100 тысяч в Арктике. Взлет-посадка там, ну, пускай там, вот сейчас мы в Барнауле летаем, ну, там не больше, наверное, там 400-500 рублей за тонну. У нас 2440. Ну, во сколько раз? Во-вторых, понимаете, здесь вы упускаете такой момент. Парк воздушных судов. Все то, что летало в Эйр-Аэро, все, что летает сейчас в Красноярском, Красаве, да, это старые Ан-24. Ан-24 уже на исходе. Мы свои Ан-24 отдали в качестве, будем так, братской помощи полярным авиалиниям, чтобы им помочь. У них флот 15 самолетов. Гораздо меньшее количество взлетных, как говорится, годностей. Самолет украинского, будем так говорить, приписки дизайнерского бюро Антонов, продления ресурсов нет, запчастей нет, самолетам по 50 лет. Это раз. Во-вторых, мы летаем на самолетах Бомбардье. Не я их брал, они мне достались по наследству. Каждый Бомбардье приносит только убыток. Почему? Да потому что он канадский. Мы за него платим по 120-130 тысяч, лизинговые платежи 80 тысяч, плюс там 30-40 на технические резервы. Мы платим за рубеж и платим в долларах. Вот вы где, скажите, в Якутии можно заработать деньги, да, чтобы оплачивать такие дорогостоящие самолеты? Я понимаю, когда их брали лет 10 назад, да, доллар был там 24-23 рубля. Подъемно было, да? А сейчас-то он 70 с лишним. И вы понимаете, объясняется все, как вы говорите, политика авиакомпании. Да не политика, а вся экономика. А экономика убыточная на этих самолетах. Ответ только один. Нужно советский, в смысле российский нормальный самолет. И мы ждем с нетерпением, вот с полярниками, да, с Семеном Викторовичем мы там подписали на МАКСе с ним очень большие документы, Ил-114, и глава об этом знает, и все ждут в правительстве. Российский самолет, стоимость владения которого будет в 10, наверное, раз дешевле, чем вот в лизинг взятый Бомбардье Ку-300. Да, когда доллар был комфортный, можно было бы экономику сводить, но сейчас он 70 с лишним. И нам приходится это платить, кроме убытков, они ничего не производят. Понимаете? И мы как-то пытаемся нивелировать это, да, эксплуатацией Боингов, потому что Суперджет тоже, понимаете, по экономике проблематичный самолет на Дальнем Востоке. У нас же живет на Дальнем Востоке практически 7 миллионов человек, а остальные 140-то живут где? В европейской части. Там и пассажиры другие. Это раз. Во-вторых, я вам могу сказать, вот конкретно по субсидированным билетам. Вот количество, вы говорите, 4 билета. Да это хорошо, 4. Мы доводили до 1-2. А чем это объясняется? Да потому что нам дают субсидию, там в хорошие года нам давали 45-46 миллионов, я помню, в год. Но разделите количество рейсов, 11 направлений, и количество субсидированных билетов на количество рейсов с частотой. Оно так и получается, 3-4 билета. Понимаете, дали бы нам 100 миллионов, мы бы увеличили это в 2 раза. Сейчас субсидии еще меньше. Сейчас субсидия меньше 46 миллионов. Она сейчас, вот Андрей Семенович не даст собрать, где-то порядка там 20 с чем-то миллионов. И мы размазываем вот тонким слоем по всем этим рейсам. Это раз. Во-вторых, транспортная доступность обеспечивается чем? Опять-таки глобальной экономикой. Вы знаете, вот в мое время, да, в Нерюнгри, из Нерюнгри на Якутск в советское время летало 5 рейсов в сутки. 3 Як-40, 2 Ан-24. 5 рейсов. А сейчас сколько мы раз летаем? Сколько мы раз летаем? 2 раза в неделю, если это еще хорошо. Вы
понимаете, и так по всем направлениям. Батагай, там, Уснера, что хотите. Нюрба, столица авиационная была. Понимаете, спроса нет. Народонаселение у нас также осталось миллион, Нет, да? Владимир Павлович, извините. А смысл в том, что промышленность в советское время была более развитой, большие деловые связи. Перелеты в Якутск, это отчетность повезли, там встречи какие-то, там на заседания, все. Летало все. Республика была насыщена. Какой выход видите, как руководитель авиакомпании? Что нужно сделать, чтобы упали цены? Выход один. Себестоимость рейсов должна быть приведена к нормальному экономическому уровню. Чем она приведена будет? Самолеты российского производства, это рублевые расчеты, это недорогое владение воздушными судами. Второе, топливо. Вот Ил-114 позволяет слетать в Арктику и обратно на собственном керосине. То есть хотя бы в Якутске сейчас топливо 80 тысяч, 82 тысячи. Оно только растет. Вот мы напрямую покупаем на Санкт-Петербургской бирже. Вот кто нас упрекнет? Оно было на Санкт-Петербургской бирже там 41-42 тысячи рублей. Сейчас оно 51-52 тысячи. За 2 месяца оно повысилось, за 3 месяца повысилось на 10 рублей. И что на 10 тысяч? Как мы вот в этой ситуации, понимаете? Куда оно ползет? Мы что, нефтедобывающая страна, которая где-то покупает другое золотое топливо, что ли? Понимаете? А кроме этого, вы посмотрите, вот меня часто спрашивают, а что так оно такое дорогое? А вы знаете, у нас какая логистика? У нас для того, чтобы привезти с НПЗ, вот с НПЗ, с ангарского топлива, 9 перевалок топлива, 9. Вот я вам карту могу предоставить, где мы разными судами, там речными, тут машинами, тут выходим в Арктику, тут опять заходим в реку, там в Колыму, в Индигирку, завозим туда, потом опять машины. 9 перевалок. Мы иногда, у нас вот аэропорты такие, как Уснера, Батагай, Депутатский, топливо может быть использовано только на 2-й год после его завоза. Вот такой специфики нигде нет. Я в Москве то же самое показываю всем. Вы видели такое, чтобы топливо сегодня завезли, а на 2-й год только оно можно в самолет дойдет? Потому что сложнейшая логистика. Результат какой? Понимаете? Самолеты самодостаточные российского производства, летающие туда-обратно при заправке в Якутске. Ну, в Якутске тоже 80 тысяч с нас дерут. Вот понимаете, хорошо, что вот спасибо правительству, да, вот вы упоминали правительство, да, я благодарен то, что вот до этого, ну, в прошлом году оформили нам бюджетный кредит, 370 миллионов, мы на него купили топливо, по 59 тысяч оно нам обошлось, прекрасно, но не по 82, что с нас дерут эти монополисты. Была РНАэро, брали 82 тысячи, думали, монополист уйдет, пришли Аэрофьюз, а топливо у них еще дороже стало. За полгода они быстро подтянулись. Вот скажите, вот где антимонопольная служба должна работать. Вот прям на глазах растет топливо. Какая может быть экономика? Там 47 тысяч, а у нас 82. Павлович, большое спасибо за ответ, коллеги. Последний вопрос, обещаю. Очень просил наш друг, соратник, единомышленник Александр Новосельцев спросить вопрос. Вот я прямо цитирую. Вопрос Новосельцева. Спросите обязательно расчет себестоимости рейса. Сказки про цену топлива не слушайте. На старые самолеты нет лизинговых платежей и ремонт они делают за счет каннибализма других самолетов. Портовские сборы тоже не такие большие. Поэтому объединяю свой вопрос с Новосельцевым. Вот вы, Владимир Павлович, говорите, да, и Винокуров, наверное, также говорит, что у вас все виноваты вокруг, начиная там от цены топлива, аэропортов, начиная там от направления ветра, захода солнца и так далее. И мы должны вам чуть ли не в ноги кланяться, что вы вот у нас есть. Хорошо. И такой вопрос, вот значит, про расчет себестоимости рейса, из чего он у вас состоит, да? И сама компания что-нибудь, вот это мой вопрос, вы сами что-нибудь делаете, чтобы вот сократить эту себестоимость рейсов, то есть стоимость билетов для людей? То есть, например, где-то управленческие свои аппараты, какие-то расходы свои, например, зарплаты, премии, например, сокращаете или нет?
какие-то меры сама авиакомпания принимает ли нет для снижения себестоимости рейсов и из чего они состоят? Спасибо. Спасибо. Очень интересный вопрос. Я вот товарищу Новосельцеву, вот если он просто приедет в офис, я покажу. Но больше, как говорится, ну, будем так говорить, не буду в эфире говорить, но не знаю, как это назвать, заблуждение. Какой каннибализм? Мы платим за старые самолеты по 180, по 220 тысяч долларов в месяц, плюс мейнтенс резервы, технические резервы. Никто никогда не позволит летать бесплатно на самолете. Лизинговые платежи вот сейчас, благодаря ковиду, да, мы вот 5 лет прошло по 220 у одного самолета, перезаключили по 165. Это максимум $1000 в месяц. Никакой дурак, извините, не даст бесплатно использовать самолет. Какой каннибализм? Это что такое? Запасные части как были дорогущие, так и остались. Никто ничего не снижает. Вот лизинг, да, на 30% снизился. Но это опять на вновь взятые самолеты или там старые контракты, у которых подошло 2 самолета, мы перезаключили. Какой еще вопрос там, что там было у него, про ветер или что? Сейчас еще раз зачитаю. Сказки про цену топлива не слушайте. На старые самолеты нет лизинговых платежей, и ремонт они делают за счет каннибализма других самолетов. И портовские сборы тоже не такие большие. Что такое топливо? Вот у меня, блин, на каждом листе записано каждый день тенденция роста топлива. Понимаете? Оно было и 86 тысяч в прошлом году. Сейчас уже благодаря, как говорится, вот конкуренту 82 тысячи. Мы тоже радуемся. Да, оно падало где-то там, когда ковид начался, да, компании, потребление уменьшилось в Якутске. А сейчас опять все поднялось. 82 тысячи. И еще раз говорю, что это полное, как говорится, несоответствие информации, что якобы самолеты ничего стоят. Нет ничего бесплатного в этом мире. А их сейчас еще сложнее поддерживать, понимаете? И вот я вам рассказываю про ветер, про все, но вы поймите, авиация это же сложнейшая вещь, да, ее просто так сказать, вот, да, ну, ребята, вот что вы там про ветер рассказываете? Ну, что мне сказать? Вы поймите, вот возьмите любого летчика, он вам расскажет, при каких условиях он принимает решение на вылет. И состояние ВПП на взлет влияет. А почему? Да потому что коэффициент сцепления обеспечивает эффективное торможение в случае прерванного взлета. Это тоже надо брать в расчет. Не только при посадке, но и при взлете. Столько факторов, но мы же не зря учимся там десятилетиями. И летчики учатся не по несколько лет. И мы сейчас для Якутска отобрали только 16 командиров воздушных судов, которые имеют право летать, из 33. Понимаете, 8 в Якутске, 8 в Москве, которые могут летать на короткую полосу в Якутск, 1128. Заключил с Боингом специальный договор на обучение, специальные тренажерные программы прошли. Сложнейшая подготовка 3 года была. И тренировки именно для посадки. Это, грубо говоря, посадка на авианосец. Вот кто понимает это, посадка на авианосец. Еще момент, да, вот смотрите, вот чтобы у вас вот как бы осталось в памяти, да, то, что я сказал, из чего складывается все-таки тарифообразование. Все это любят говорить. Во-первых, стоимость топлива это 30 с лишним процентов, почти 35 себестоимости. Взлет-посадка это уже в республике 20-25%. И третье, это стоимость лизинга воздушных судов. Это уже там под 15-18%. Понимаете? Вот, пожалуйста, мы ничего практически... Вот уникальная ситуация в том, что вот эти 3 фактора, да, оптимизируют, а потом, когда говорят, вот интересно, да, прокомментируют, про Дальний Восток, почему там где-то на Дальнем Востоке цена билета маленькая. Да, ребята, а вы знаете, что там на Дальнем Востоке в некоторых регионах бесплатно со взлет-посадкой не взимается плата, а у нас 2440. А вы знаете, сколько в Мирном стоит? Город Мирный. 2900 рублей за тонну. Это выше не бывает. 2900. Куда лететь? Вот ты только сел на Боинге, 1 300 000 отдай за взлет-посадку. Какая экономика, если мы 5 миллионов всего должны по билетам взять с этого рейса 5,5, 5? 1 300 000 отдал, а еще в Якутск надо заплатить, еще в Москву надо заплатить. Понимаете? Нету вот экономики, север, он на то и север. У нас тут изолированность очень большая, понимаете? Цена топлива, взлет-посадки, все дорогое.
Я понимаю, я каждый день разговариваю там с аэропортами, там со всеми, а они тоже говорят, вы же мало летаете, а с кого нам брать? Вот вы 2-3 рейса сделали в неделю, вот мы с вас и берем по такой стоимости. Допустим, в Канаде такая же почти площадь, но при этом там авиасообщение у них намного дешевле и частота полета у них намного больше. И если мы закупим каких-нибудь самолетов, не таких больших, как Боинги, да, там, малой мощности, развитие малой авиации, как раз-таки заведем под авиакомпанию Якутия, насколько это будет целесообразно, и с появлением вот таких малых самолетов упадет ли цена, если, допустим, частота полетов будет больше? Вот очень хороший вопрос. Но вы же видите, я же вам сказал, эти бомбардье как раз и являются канадскими. У нас 4 самолета. Нет, имеется в виду, ну, не канадские самолеты, а другие самолеты, допустим. Других, вот, понимаете, дешевле самолетов не бывает, да? В плане того, что, допустим, если он будет какой-то дешевый, он будет не приспособленный для полетов в этой климатической условии. Вы тоже должны понимать, да, канадский самолет сертифицирован до минус 54 градуса. Вот мы на бомбардье и как на суперджете летаем до минус 54. Тот же Батагай, там Уснеру, там везде по 50 с лишним градусов. Это как раз был тот случай, когда 10 лет назад и закупили эти бомбардье. Но ошибка, просто ошибка, но уникальная ситуация. Вы понимаете, в Канаде они в своей экономике. Понимаете, они в своем долларовом, там, канадского доллара, будем так говорить, экономических взаиморасчетах. И у них все сбалансировано. Вот если мы на Ан-24, допустим, летаем, мы же в российской части экономики, хотя он украинский самолет уже считается, да, продление ресурсов плати Украине, двигатели ремонтируют у нас кое-как, там в Ростове научились, там и то уже прекратили, понимаете? Запчастей нет. Но также в экономических условиях российских, рублевый, понимаете? А получается, у нас чужой самолет в долларовом эквиваленте зарабатывает, бери с пассажиров в рублях, конвертируй в доллары и расплачиваемся с канадцами. Это ошибка. Надо надеяться только на свои именно ресурсы, и самолеты. И понятно, что топливо и взлет-посадка это должно быть регулируемой государством помощь какая-то, да. Но в этой ситуации только надо надеяться летать туда-обратно в Арктику без заправки, что мы иногда на бомбардье делаем, когда позволяет загрузка, погода и все. Но опять-таки самолет-то чужой, он очень дорогой, понимаете? Вот. Тогда что может уронить цену, ну, допустим, для потребителя? Субсидии. Может быть, субсидии. На данный момент ждать Ил-114 это 23 год. Дай бог, что в 23 году придут самолеты вот в полярной авиалинии. Мы передадим тоже турбовинтовой флот в полярной авиалинии после реконструкции полос. Но здесь как бы только стоит надеяться на самих себя. Подарков откуда-то ждать невозможно. То есть нужно действительно субсидии государства, законы севера, вы понимаете, улететь надо всем весной, отдыхать с детишками, да, прилететь осенью в школу. И мы все это делаем. Мы на Боингах сейчас возим детей, полные самолеты в Анапу, в Краснодар, 2 рейса в неделю в Анапу, по 40-50 детишек возим. А для чего мы это делаем? Мы тоже согласились летать с короткой полосы для решения социальных задач. И вы правильно сказали, что и вот госпожа Христофорова сказала, что действительно своя авиакомпания, я просто не хочу хвастаться, но вот Андрей Семенович может подтвердить, вы представляете, сколько вот приходит, ну не то, что приходится, мы помогаем индивидуально каким-то пассажирам, каким-то случаям в жизни, да, мы все якутяне, как говорится, надо, там что-то случилось, кого-то привезти, люди приходят, там фестиваль какой-то, там кино снимают, тут социально как-то тяжело людям там надо отправить. Мы все это решаем, потому что это своя авиакомпания. Я всегда могу перед правительством отчитаться, потому что я сделал вот это, да, отвез там человека, который не мог там сам долететь, но у меня вот это наш житель республики. Понимаете? А чужая, вы в Аэрофлот не напишите это. И Аэрофлот или С7 не повезет никого никуда. А этих вопросов каждый день. И мы решаем их, решаем. Вот Андрей Семенович, у него характер, как говорится, спокойный. Я не знаю, откуда у него нервы берутся, да? Но сколько мы с ним вот
решаем вот этих социальных вопросов, того туда отвезти, группу детей туда, этих сюда, там они что-то позабыли, там паспорта потеряли. Мы все это решаем, но это наша авиакомпания, она ваша авиакомпания. Поэтому, конечно, эту работу, может, не так-то видно, может быть, да, но еще раз, я хотел бы с пониманием, чтобы вы отнеслись. Ситуация с этой реконструкцией полосы будет 2 года. Вот до 1 ноября, потом 1 ноября самолеты уже будут большие и обратно вернутся, потому что будет сделан соединительный пандус между 2 частями, реконструируемой частью и еще не реконструируемой. Всю зиму мы должны отлетать на больших самолетах, вот как раз под это и субсидии будут хорошие, ну, будет билеты на что, как говорится, продавать, да, и до 1 мая следующего года. 1 мая 2-й этап, еще на полгода, но уже тогда заключительный этап. И 1 ноября 2022 года, дай бог, как говорится, у республики будет новая полоса со всеми оснащениями. В Нерюнгри к тому моменту, к концу года уже сделают. Еще один вопрос. С чем все-таки были связаны дорогие авиабилеты именно в начале января во время новогодних каникул? Я, допустим, хотела сама улететь из Якутска в Москву, увидела цены, что на Туту, что на других сервисах, потом зашла к вам на сайт, ужаснулась, закрыла ноутбук и передумала лететь в Москву. А вот именно в период новогодних праздников, в летний период, в чем все-таки волшебство того, что цены таким чудесным образом возрастают до небес? Очень простая арифметика. Понимаете, на эти периоды спрос очень большой. У нас всегда есть билеты, начинающиеся там с минимального тарифа. И 10 тысяч бывали, и 11 тысяч бывали, и 12 тысяч бывали, да, и акции. Но просто, понимаете, закон есть такой, чем раньше, тем дешевле. Просто все выкупили билеты дешевые, и осталось там 2-3 билета, 4, да, по последней вот шкале. Она же шкала, система продаж, она сама регулирует. Есть спрос, она добавляет. Нет спроса, она держит нижние цены. Ну, такая автоматизированная система продажи билетов. Понятно, ее можно перенастроить, да, но как бы вот с точки зрения бизнеса, да, именно так и происходит. Просто нужно всегда закон жанра. Раньше. Вот я вам могу сказать, что по своему опыту лет 20 назад я работал с немцем, да, немец мой коллега, да, он прилетал из одного в отпуска, и в этот же день бронировал уже на следующий отпуск. Я был удивлен. Мы, русские, никогда так не делали. А немцы, вот сегодня прилетел, завтра уже он на новый отпуск планирует, какие билеты, какая гостиница. За полгода, за 4 месяца. Это нормально считается. А у нас все на потом, понимаете? Ну, это просто экспромт для того, чтобы, как говорится, вы поняли, да? Я тоже так часто делаю, попадаю. Что-то не запланировал, да, потом в последние там недели 2-3 бегаю, там цены уже повысились. А если заранее это все делать, цены всегда минимальные. И у нас точно так же. На Новый год просто расхватали все тарифы, и осталось там 2-3-4 билета. Андрей Семенович управляет этой системой, только успевают ее корректировать. Можно хорошо задать. Тогда сколько надо денег для выправления ситуации, субсидирования? О какой речь суммы идет? Может, подскажете, чтобы мы понимали? Вопрос, он простой и сложный. Вот вы говорите, какой объем нужен. Да? Здесь все-таки, если мы говорим без категории, да, вот, допустим, летают все и единый тариф, допустим, да, там сумма, конечно, выйдет колоссальной, там до 5-6 миллиардов, наверное. Это только для потребностей полетов внутри республики и за пределы республики. Где-то вот так. Дело в том, что все знали, что экономика будет возрастать, доллар будет повышаться, все планируют отпуска, подают заявления в свои конторы государственные служащие. То есть уже заранее мы знаем, какой объем будет пассажиров и сколько это стоит. Сейчас многие не летят не потому, что просто из-за денег, потому что, оказывается, в бюджете ваши билеты, извините, никто не запланировал стоимость ваших билетов. Прилагается как? Платишь из своих, а потом в конце года мы подадим заявку. Я вопрос понял.
Да, действительно, сейчас из-за того, что у нас тарифы повысились, да, откровенно говоря, ну, кстати, здесь летает не только авиакомпания Якутия, но как минимум еще 2 авиакомпании. Вот. Не хватает, наверное, лимитов, вы хотите спросить, у предприятий, которые оплачивают проезды своим работникам, да? Принцип понятен, но дело в том, что они планируют по... Ну, сколько... Насколько я понял, вы говорите, что спрашиваете, почему предприятия не запланировали такой рост тарифов, да, и теперь не могут обеспечить проезды своих работников, правильно? Принцип понятен, да, в принципе, да. Можно да, так. Вот, но смотрите, да, о том, что при реконструкции тарифы повысятся, в принципе, мы и Министерство транспорта Якутии информировали, да, и правительство, в принципе, было в курсе. Но здесь, ну, на мой личный взгляд, да, произошла такая штука, что, по идее, реконструкция должна была начаться еще в 2019 году. Потом ее переносили на 2020 год. Вот в 2021 году, на мой взгляд, по-моему, не верили, что эта реконструкция начнется. В том смысле, Алексей Николаев говорил, по какому-то техническому недоразумению была задержана. Ну, сейчас там, конечно, трудно мне объяснять, что за техническое недоразумение, но факт такой, что мы, допустим, как авиакомпания Якутия, не могли спланировать свою работу вот уже начиная с 2019 года. Нас уведомили официально, да, Министерство транспорта Российской Федерации, что реконструкция начнется сначала, вы говорили, с 1 мая, потом перенесли на 14 мая, в итоге он начался с 24 мая, ну, то есть короткая полоса. Нам об этом сказали чуть ли не в конце марта только. До конца марта. Транспортный коллапс, который сейчас спланирован, получился из-за Министерства транспорта Российской Федерации. Я правильно понял? Так же получается. Полоса сокращена, обучение, другие самолеты, в итоге стоимость тарифа выросла. Смотрите, там не то, что Министерство транспорта, вопрос-то в подрядчике был. Подрядчик, который был, я не знаю, каким образом он был не готов в 19-м начать, потом в 20-м, как правильно Андрей Семенович сказал, фактически вот окончательное решение переподтвердилось только в мае месяце вообще. Вот 100% нам сказали, 24-го закроем. Это было чуть ли за несколько дней. В апреле были промежуточные там совещания в конце 26-го, что ли, апреля, 30-го, я не помню. Да-да-да, будет экспертиза. Вот экспертиза выйдет в мае, тогда окончательно скажем. Вот экспертиза, результаты вышли в мае и сказали, все, 24-го, там, 14-го не будет, 24-го будет, понимаете? И нам пришлось, я повторю, всю авиакомпанию, переконфигурацию сделать флота за один день. Суперджеты угнать в Хабаровск, открыть там с Андреем Семеновичем разлет по там, Петропавловск-Камчатский, Магадан, там, Мирный, Южно-Сахалинск. Там туда экипажи, человек 60 я перебросил, понимаете? Они там в командировке. Но есть несколько хабаровчанок, стюардесс. В основном технический летный состав весь якутский живет в Хабаровске по суперджетам. Понимаете? Боинги большие, 800-ки, в Москву быстро запихнуть, и чтобы они летали вот максимум до Нерюнгри, и то Нерюнгри сейчас все, 1 июля закрывается. 700-ки, только осталось 3 700-ки, которые могли летать. К этому моменту мы готовились, понятно, подготовили экипаж, дали всем провозки, тренировки, все, экипажи, как говорится, подготовлены, летают. Но вы поймите, это было сделано за один день практически. У нас, да, мы были готовы к этому, но еще раз, уверенности, что все сделается 24-го, хоть она закроется, у нас никакой не было. Никто не верил этому. Поэтому у нас, понятно, мы вот, Андрей Семенович, там голову ломали, да, какие билеты, куда продавать, что, какие рейсы сохранить. Потому что, опять-таки, Анапы нельзя убирать, детей нужно возить в это святое дело. Они по 40-50 человек на каждом рейсе в лагеря летят в Краснодар, в Анапу. Сочи, понятно, через Москву, Сочи, Симферополь, ясно дело, надо возить, группы детей. Поэтому мы пошли на это, вот 3 самолета этих несчастных, да, будем так говорить, да, 20 почти летних, да, там, под 20 средний возраст, мы на них пытаемся решить тут все вопросы, которые были запланированы там к решению в более таком, будем так говорить, последовательном порядке. А мы за
практически за короткое время подготовили маршрутную сеть, которая максимально сохранила бы транспортную доступность Якутии. Понимаете? Но, с другой стороны, вы же понимаете, что сюда были приглашены другие авиакомпании. Вон, пожалуйста, S7 летает на Embraer до 6 рейсов в сутки. 5-6 рейсов в сутки до Новосибирска. Но они же решают свою задачу. Понятно, якутяне не все рады, то, что надо идти в Новосибирск, прилететь, получить багаж, опять там 3-4 часа, искать свой там рейс, там через 5 часов стыковка, там кому куда надо. Лучше, конечно, на нашем самолете в Барнауле, даже если не напрямую подсел, 20 минут, 25, заправка с пассажирами на борту, безопасность обеспечивается пожарными машинами, трапами, все, как говорится, и опять на Москву полетели. Понятно? Вот этот фактор тоже никто не хотел учитывать, что якутяне останутся на авиакомпании. Поэтому сейчас загрузки полные, продавать практически нечего. Это не секрет. Владимир Николаевич, а как вы прокомментируете слова того же депутата Виктора Николаевича Федорова о том, что... Слышно меня, да? Да. Угу. О том, что производственная база у вас находится, и офис в залоге, и то, что вот эти многомиллионные... И так у нас с бюджетом постоянно какой-то напряг, да, а тут и многомиллионные платежи постоянно идут в вашу компанию. Как вы относитесь к словам вот нашего депутата о том, что вот вас ждет банкротство? Никакого банкротства, во-первых, вообще речи не может быть. Глава, можете вот взять у него интервью, договориться, он вам открытым текстом скажет. Он уже 1000 раз повторял, ни о каком банкротстве Якутии не может быть речи. Это важнейшая социальная задача. И более того, я еще раз повторяю, вот я пришел в 2018 году, да, не волшебник, да, но 2019 год операционно мы прошли самостоятельно. Значит, никаких субсидий на поддержку операционной деятельности не было. Что заработали, на том и летали. 2020 год мы прошли лучше, чем другие авиакомпании. Вы посмотрите, Аэрофлот упал на 95%. Почему вас недавно сравнивали, как раз в СМИ, сравнивали с авиакомпанией «Азимут». У нее так же, как у вас, 13 самолетов, но они гораздо вот лучше прошли 2020 год. На 2 с лишним миллиарда рублей. Хотите, я вам открою секрет? Почему? Конечно, хочу. А вот маленький секрет. Какие самолеты у Азимута? Суперджеты. Да? Сейчас уже 14. 12 было. Почему прошли? Еще раз. Регион западный, загрузки полные. Там можно заполнить 100 человек на суперджете. Здесь у нас 30, 40, 50 человек максимум летает. У нас просто элементарно маршрутная сеть переизбыточна в этом отношении. Куда суперджет может летать? Хабаровск, там, Иркутск, Чита, Благовещенск. Там нет такого пассажиропотока. Это раз. А во-вторых, у нас есть такое понятие субсидированные маршруты, да, по 12.42. Вот теперь задайте вопрос, сколько маршрутов у Азимута субсидируется по 12.42 по постановлению? Я вам скажу, недавно это было 26%. Всех маршрутов субсидированные. Даже маршрут, вот вы запишите, Ростов, минеральные воды. Что такое транспортная доступность? Там можно на велосипеде зимой доехать. Из минеральных вод-то в Ростов, а его субсидируют по 12.42. А мы бьемся Якутск-Улан-Удэ или Якутск-Магадан, нам не давали, вот только мы добились Якутск-Магадан. А теперь скажите, сколько процентов в Якутии, вот авиакомпания Якутии на суперджетах датируется по 12.42? Сколько процентов, как вы считаете? Очень мало. 2%. Вы можете представить? У нас север, у нас Дальний Восток 2%. Это вот статистика прошлого года. Сейчас надо поднять. Андрей Семенович может это пояснить. А там 26% доходило. А если вам 26 сделают, будет какой-нибудь результат? Экономически будет. Экономически будет. Но еще раз вам говорю, что такое впечатление, что весь Дальний Восток умещается в одном районе Ростовской области. Вот такое впечатление, да? 26,2. Сейчас соотношение поменялось. Еще, наверное,
в большую сторону, потому что у них больше самолетов. Владимир Павлович, а вот вы говорили, в некоторых городах Дальнего Востока взлет-посадка ничего не стоит. А почему так происходит? У них ничего не стоит, а у нас какие-то заоблачные цены. Местные бюджеты. Ну, Сахалин, например, вы же понимаете, богатейший регион, ямочку прокопал, вот и нефть или газ, пожалуйста. У нас-то, как правильно сказали, республика 3 миллиона 100 тысяч квадратных километров, и это самая большая в мире территориально-административная единица. В мире территориально-административная единица. Поэтому у нас расстояния большие, живет 1 миллион людей. Вот представляете, в Советском Союзе концентрация была авиации такая, что этот 1 миллион мог там 10 раз в год летать. А сейчас, если один раз кто-то куда-то слетает, это уже вот коэффициент подвижности, понимаете? И Владимир Павлович, извините, вот скажите, а кто в этом виноват, то, что у нас всего вот 2% на маленькие самолеты, да, если мы правильно поняли, а у других 26% субсидированных маршрутов? Это Минтранс Якутии не может так договориться, добиться, или депутаты Госдумы? Ну, кто должен этим заниматься-то? Понимаете, вот кратко я могу сказать, Минтранс Якутии все делает, помогает, и напрасно, может быть, вы на Владимира Михайловича Сивцева. Владимир Михайлович очень, так сказать, вошел в эту должность, я считаю, очень хорошо, да, и мы с ним вот буквально за год работы практически его трудно отличить от человека, который, может быть, в авиации там вообще никогда, как говорится, не работал, да. Владимир Михайлович достаточно молодой, он, знаете, информацию всю схватывает, и сейчас я считаю, что он очень перспективный вообще специалист. Ну, а почему тогда у нас вот 2%, а у других 26%? Потому что, смотрите, еще раз, там уповают, это Министерство транспорта центральное, да, а уповали на что раньше? Сейчас ситуация поменялась, новый министр, да, уже вот нам дали некоторые маршруты, дали Якутск-Певек, дали Якутск-Магадан, дают сейчас еще пару других маршрутов. Ситуация меняется. Минтранс тоже он не стоит на месте, понимаете? Мы же критикуем, и глава постоянно с ними разговаривал, что это такое Якутск-Магадан, там 2 недели на машине надо ехать. Но объясняется очень, понимаете, с центральной части объясняется, знаете чем? Софинансируем регионов. Они дают туда, которые регионы софинансируют. А я им объясняю, как мы можем добиться, они говорят, добивайте софинансирование. Я говорю, у нас регионы все датируемые. А в западной части они, извините, там есть и богатые регионы, которые могут дать. Краснодарский край, там, Ростовская область, там, да, Самарская, там люди-то, регионы недотационные. Понимаете? Они дают встречное софинансирование, поэтому коэффициент такой большой. А у нас 2%, потому что у нас там вообще, ну с кого взять-то? Ну, Бурятия, как говорится, соседние, да, они тоже не могут позволить дать что-то из бюджета на рейс Якутск-Улан-Удэ. Какие еще регионы можно, с кем работать? Вы знаете, вот я могу сказать, что все вот уповают авиакомпания «Аврора». Ну, извините, когда авиакомпания получает дотации из 3 регионов, богатейший Сахалин, основная часть, дальше Приморский край, у них там большая база разлета, и Хабаровский край. 3 региона. С миру по нитке, вот вам, пожалуйста, рубашка. Конечно, так можно жить. А вы почему так не живете с 3 регионов? Мы пытаемся там 5 копеек попросить, но нам редко что. Кроме родной Якутии, как говорится, республики Саха, никто ничего не даст. Не, ну Чукотка, да. Ну Чукотка попала, как говорится, в ситуацию, у них Певек тоже на реконструкции, мы только туда летаем. Да, Чукотка нам помогает. И причем рейс Анадырь, Магадан субсидирует, и Якутск, Певек, Якутск на Москву. Они тоже часть жителей получают субсидии. Но, опять-таки, это не решает глобальной всей задачи. Сейчас в Певеке построят новую полосу, будут летать большие самолеты, и, наверное, нам уже субсидию не достанется. Понимаете? Владимир Павлович, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, в Мирном 2900 самая дорогая там взлет-посадка, да? За тонну, да?
Вы сказали, 2009, почти 3000. А почему тогда авиакомпания «Алрос», у них билеты ниже? И кто будет летать вот из Якутска Певек или в Магадан? Эти будут вахтовики только летать будут этими субсидированными, что ли? Вообще ничего не понятно. Такой вопрос задаете. Интересно, почему? Название вам ни о чем не говорит? Ну, говорит. Ну. Понятно. Кстати, Спасибо большое. В заключение, может быть, сегодня была информация ВИСИА, слова нашего министра, который не пришел к нам, да, к сожалению, о том, что после ремонта взлетно-посадочной полосы цены будут снижены на авиабилеты. Вот вы верите в это, да, или нет? Ну, во-первых, да, потому что будут... Мы опять вернем сюда емкостные самолеты, не как сейчас 148, а 170 крейсеров, 176, да? Во-первых, это большая емкость. Ну и во-вторых, опять с 1 ноября увеличится конкуренция. Когда приходит конкуренция, понятно, все будут вынуждены снизить билеты. Опять... Ну, а цены-то никогда еще не снижались, по-моему, за нашу историю. Было разве такое? А как в прошлом году S7 продавали в 2 раза меньше? Вы же видели у них на сайте? Когда ковид... У них всегда бывает такая скидочная... Они просто на сайте написали, все билеты в 2 раза делятся. Все цены в 2 раза. И все, вот вам, пожалуйста. Но это не от хорошей жизни. Они влетели. Еще вот я хотел бы небольшой камешек бросить коллеге, как говорится, который авиатор озвучил, про волшебный ЮТР, да, который придет и тут всех разгромит со своими АТРами. Я хотел бы попросить его почитать аналитику о соотношении прибыли и долгов у этой авиакомпании. Но, будем так говорить, мы на фоне них выглядим очень и очень неплохо. Поэтому нужно все смотреть. Если за авиакомпанией стоит огромная нефтяная компания, да, ну, можно, знаете, сколько долгов зарабатывает. И за них, как говорится, никогда не держать ответ. Понимаете? Это я так просто говорю. Просто все объясняется же, как говорится, наличием большого, хорошего акционера. Поэтому чудес не бывает. Они сюда не придут, потому что, опять-таки, на дорогущих АТРах в наших условиях деньги заработать практически невозможно. Это нереально. Никакие дешевые билеты не спасут. Самолеты иностранные, все взаиморасчеты в валюте, какой бы он ни был экономичный. Бомбардир тоже экономичный. А что толку? За него за лизинг платим 100 с лишним тысяч в месяц за каждый. Они еще ломаются по 20 с лишним лет. Понимаете? Поэтому здесь чудес не бывает. Ну, ЮТР хорошая компания, но они работают в других регионах. Вот финансовое состояние вашей авиакомпании, оно улучшилось, да, вот по сравнению с тем периодом, когда была Ольга Федорова директором? Ну, я не буду кидать камни в Ольгу Николаевну, потому что все-таки наши коллеги по цеху... Ну, там на фактах же все основано. Ну, смотрите, вот еще раз. Вот отметьте себе, 19-й год прошли операционно самостоятельно. 20-й год операционно самостоятельно. То есть, что зарабатывали, на том и жили. Ковид, понятно, Талакан нам помог. Ну, это ТЦУ, конечно, никому не пожелаешь, но мы тоже не бесплатно от заказчика работали, от газпромовской структуры, понимаете? Никто не хотел летать, а мы кинулись в масках, в комбинезонах, в скафандрах летали. А сколько мы пассажиров вывезли из Юго-Восточной Азии? У нас письма у меня благодарственные лежат от посла Филиппин. И в главе он написала, она, посол, благодарность именно авиакомпании «Якутия». Потому что мы за один день собрались и вывезли сразу оттуда 170 человек из островов. Между островами летали, собирали пассажиров. Потому что там сообщений не было, понимаете? Ни лодки, ни самолеты, ни вертолеты. А мы, Якутия, прилетели, на один остров взяли пассажиров, на другой прилетели, взяли и увезли в Владивосток. И мы сделали несколько рейсов. И в Денпасар летали туда. Когда Росавиация нас попросила спасти людей, мы полетели. Знаете, как они плакали, когда видели родную Якутию? Хотя они все там москвичи, там непонятно кто. Но Якутия, все, Россия. Понимаете? Это же до сих пор это упоминается Росавиацией, как вот
самая быстрая реакция среди авиакомпаний. Никто же не полетел, ни «Аврора», ни «С7», никто не полетел туда. А мы, вот Андрей Семенович может подтвердить, вообще за несколько часов собрались и полетели. И нам Росавиация... Почему у нас этой информации нету? Могли бы давно рассказать, я вот не понял. У вас целый пресс-секретарь есть. Информация у нас на сайте публиковалась, но мы же как-то не любим хвалиться. Так, что мы там? У нас других заслуг масса, мы там массу других подвигов совершаем. Вывозим людей. Росавиация знает об этом постоянно. Вот отчет Росавиации за 2020 год. Упоминалась только одна авиакомпания. Вот я не Радьку слушал, главу Росавиации. Одна авиакомпания. Он назвал только одну авиакомпанию. Якутия. Ковид вывезли 7200 человек в 32 города и вывозили из Юго-Восточной Азии. Это тоже непросто. Никого не хвалили. Спасибо еще раз за участие. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо всем участникам, коллегам. Угу. Спасибо До большое. свидания. До свидания всем. До свидания.